Сегодня я хочу задать вопрос каждому. Уверена, вы уже слышали запись, где замминистра МВД Карпенков выступает перед подчиненными. Мы уже разослали его в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и всем нашим международным партнерам. Мы уже призвали ЕС признать ГУБОПИК и ОМОН террористическими организациями. Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле по универсальной юрисдикции, что грозит ему международным розыском. Он уже в санкционных списках балтийских стран. Мы не дадим миру забыть о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас. Замглавы Министерства внутренних дел буднично рассказывает об убийстве и оскорбляет Александра Трояковского. Говорит, что бывший президент позволяет стрелять в лицо, пах, живот, что он разрешил убивать и калечить. А если человека не спасут, то туда ему и дорога. И Лукашенко всех прикроет. Вы считаете, что убийство и насилие – это ваша рутинная работа? Карпенков утверждает, что молодые милиционеры должны переступать через себя и убивать. Мы знаем, что настоящей задачей правоохранительных органов всегда была защита народа. Но в их мире цели другие. Защитить бывшего президента и его окружение. Все остальные для них лишние люди. Вы считаете 9 миллионов человек лишними людьми? Вы готовы за значок отличия перед диктатором покалечить, изувечить и убить? Вы создаете гетто из районов города, отключаете в них воду и отопление. Вы убиваете людей и планируете организовать лагеря, чтобы держать там несогласных. Вы травите нас в ваших тюремных камерах. Вы отдаете приказ и обязательно с газом. Но вы же сами понимаете, что террористы – это не те, кто выходит на улицу на мирный протест. Террористы – это те, кто знает, что на небольшом расстоянии травматическое оружие убивает, и приказывают стрелять. Террористы – это те, кто применяет насилие ради запугивания и незаконного удержания власти. Они внушают вам, что новая власть будет издеваться над вами и вашими детьми, ставить на колени, убивать. Вот только мы не они. Мы знаем, что дети не в ответе за своих родителей. Мы знаем, что каждый должен отвечать только за себя и только за свои поступки. Мы люди, а не звери. Мы говорим о диалоге, они о терроре. Мы говорим о свободе, они о концлагерях. Мы предлагаем мирные решения, а они предлагают войну. Лукашенко готовится к уходу. Он знает, что с ним Беларусь превратится в страну изгоя. Он знает, что проиграл. Вопрос лишь в том, что он оставит после себя. И сейчас я хочу задать вопрос каждому человеку у экрана. Всем, кто смотрит это видео. Неважно, за кого вы голосовали и каких взглядов придерживаетесь. Неважно, какой флаг и герб вам нравится. Я хочу задать вопрос каждому белорусу. Что мы заслужили? Страну для жизни или концлагерь?